Петрау на татарстанской земле. Петрау Кряшинский. В жаркий летний день у нас угощают катыком. Это очень такое традиционное, вкусное очень блюдо. Делается оно из молока. Молоко долго-долго кипятится, потом его настаиваем и получаем катык. Вкусно? Очень. Обалденно, правда? Вообще. Обалденно. Да. А потом после катыка мы хотим вас угостить чаем из 12 трав. Журналистом. Конечно. Чай у нас из 12 трав. 12 трав. А какие травы? Да, там и ромашка, и душица, и клевер, и зверобой, и мята. В общем, все травы целебные. Это того стоит. Плюс, Приходите в гости к Кряшину, может, Да. сказать по этому поводу. приходите в гости. Да. И плюс мы еще угощаем бекеном. Это очень вкусное блюдо. Делается оно из мяса и картошки. Туда добавляется лук. Плюс Сколько вообще Кряшин живет в Мамадышском районе примерно? Есть какие-то данные или просто вот вы живете и живете? 9 тысяч где-то. Так много, правда? Да, Кряшин живет в Мамадышском районе. И живем мы очень дружно. Да, друг к другу в гости ходите. Обязательно. Обязательно. Вот в гости ходим, угощаем медом. Вижу. А скажите, Давайте. как Петров день вообще, вот это типичное угощение на Петров день именно, или есть какое-то блюдо, которое именно вот на Петровский день? Все вот эти блюда готовятся и на Петров день. Потому что это праздник. Это праздник. Это большой праздник. А что самое важное вот на Петров день, что обязательно нужно сделать точно на Петров день? На Петров день обязательно нужно собрать травы, целебные травы. В этот день они наполняются всем, всей энергией природы. И солнце в этот день необычно светит. И вот ягоды, они вот, собираешь ягоды, вот это, например, на Петров день собранные ягоды. Они особенный вкус у них и особенный цвет. Они покраснее, чем те ягоды, которые мы собрали до Петров дня и после Петрова А дня. это на вкус можно отличить? Можно. И вы отличаете на Легко. вкус? Конечно, конечно, отличать. На 100%. Верьте, 100%. Все травы, вот, которые вот здесь у нас вывешены, они собраны именно в Петров день. На Петрау Кряшины ходят друг к другу в гости, пьют чай, и хозяева почуют гостей своей самой лучшей едой. К чаю обязательно травы, ягоды и непременно собранные на Петров день. В этот день люди верят, вкус у ягод особенный. Полна поляна, весь дом Кряшинский полной чашей на Петров день. Встречаем всех гостей дорогих. Карандашлар. Добрый вечер, уважаемые гости, участники республиканского праздника Кряшинской культуры Петров. Прекрасный праздник Петров – это яркое проявление бережного отношения мамадышцев к многонациональной культуре края. Вот я подсчитал, посидел сегодня, значит, мы сегодня проводим уже 12-й праздник. Это Масленица, это Навруз, это Каравон, это Симык, это Грымбетон, это Ущук, это Уяв, это Балтай, это Валдашинясь, это Иван Купала и сегодня вот Петров. Наша страна, она очень большая, многонациональная. И в то же время мы все разные. И это наша сила. Сегодня я могу сказать, что все праздники татарские, чувашские, удмуртские, республики, ну, любые праздники мы поддерживаем. Ну и Петров. Вот Петров, мы помним еще в советское время, ночью собирались, разрешения не было, и проводили Петровский сабантуй. А сегодня это уже праздник республиканского масштаба, мы это поощряем, поддерживаем. И на самом деле это правильно. От этого праздника только мы становимся богаче. Сюда приезжают не только кряшины, здесь и татары, и русские, и другие национальности. Десятки праздников в Татарстане проходят. Чувашских, марийских, удмуртских, кряшин, русских, татар. И у каждого свое лицо.